Сегодняшняя наша работа 10 минут разминка, потом 2 раунда бой с тенью сделаете и 6 раундов в парах. 3 раунда условной работы и 3 раунда вольные бои. В конце работа со скакалкой и заканчиваем. Тренер дает команду к началу разминки, легкий бег, скручивание, вращение корпусом и шаги. Боксеры разогревают свои мышцы и разминают кости перед основными упражнениями. А первый номер работает только одиночными, прямым ударом. Двойки, тройки, в живот, в голову. А второй вольный бой. Что хочешь? Поняли, да? В спортивно-тренировочном центре мужичи готовятся к предстоящим соревнованиям. В сборной республики по боксу более 50 человек. Юноши и юниоры готовятся к первенству СКФО, то есть отобраться на всероссийское соревнование. Некоторые из них отбор проведут в Казани. Удачу испытать желает каждый. Цель только одна – достичь первой строчки. Многие из них не раз принимали участие в межрегиональных соревнованиях. Опыт есть, мотивации достаточно. Осталось закалить разум и тело тренировками, чтобы реализовать свой потенциал на арене. Илья Скалоев в группе старших юношей планирует в этом году завоевать золото. Это его 3-й выход в СКФО. В 2021 году он потерпел неудачу, не достигнув лидирующей тройки. В 2022 стал серебряным призером и представлял Ингушетию на первенстве страны. Там не удалось выйти в число призеров. В этом году уверен, что удача будет на его стороне. В прошлом году, как сказать, физики не хватало, так боев поменьше было, но сейчас мы готовы сражаться и, иншаллах, возьмем все. Большие надежды тренера возлагают на Ибрагима Хамхоева, который с уверенностью занял первую строчку в республике в весовой категории 44 килограмма и возрастной до 15 лет. На этой неделе он поедет в Казань, где будет вместе с 8 спортсменами из Ингушетии оспаривать путевку в Россию у своих оппонентов. Я планирую как минимум дойти до финала. И далее на Россию пойду. Всероссийский турнир «Отбор на первенство страны» пройдет 17 марта в Казани, а в конце этого месяца в Грозном сойдутся боксеры на первенстве СКФО. Спортсмены, что будут представлять нашу республику в Казани, уже подготовлены, а те, кто поедут в Грозный, еще несколько недель будут оттачивать свое мастерство в зале. С ними индивидуально занимаются опытные тренеры. В день мы по 3 раза тренируемся, иногда 1 раз в день тренировать. 2 дня нагружаем, 1 день полдня тренируется, полдня отдыхает. Вот такая тренировка идет. Ну, утром пробежка, 2-я тренировка идет школьная работа, 3-я вот это тактико-техническое мастерство. Основная подготовка сейчас идет у нас СВ, специальная физическая подготовка, тактико-техническая и тактико-техническая подготовка. Основной упор на них делаем. Спортсмены трудятся в поте лица и полностью выкладываются в каждый удар. В зале тренируются ребята, которые заняли 1-е и 2-е места на чемпионате республики. Словом, лучшие из лучших. Ну, у нас на профсоюзах выступала команда. Там 3 первых места у нас было, 1 2-е и несколько 3-х мест. Уже, получается, юниоры у нас несколько человек уже на России отобрались. И от этих ребят мы ожидаем тоже путевок. Я думаю, в каждой возрастной категории еще по 3-4 путевки, думаю, у нас на Россию будет. Так как у нас, если брать прошлый год, в прошлом году 17-18 лет у нас Чапанов Сулейм на России первый был. Тоже прошел этот сбор в прошлом году. И надеемся, что после этого сбора у нас появятся новые чемпионы России. Место сборов выбрали с учетом географии и условий. По словам Рустама Брандукова, спортивно-тренировочный центр «Мужичи» стал любимым и идеальным местом для общефизических тренировок. Выносливость спортсменов здесь повышается вдвойне. Адам Гулоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.